тікають ходики. На собраних валізках сидять маўклівыя люди. Ніхто не адважваецца сысці першым. Тишиня пустого дома. За окном трухлявый колодеж. Гучать нячутные голосы минулого.
Шизая земля. Ледве бачные сляды. Хто їх покинув? Это мой сад. Кажуть, что наша память захоўваецца ў валасах. Моя бабуля, калі в дзяцінстве стрыгла мяне, збірала потым усе валасы і несла ў печ. Штосьці прыгаворвала, нібы размаўляла з гэтымі валасамі. І сачыла за тым, каб акрамя мяне ніхто не бачыў, як яны гараць. Зараз у мяне ёсць адзін надзвычайны волас. Надзвычай доўгі. Ось тут. На брыві. Людзі, калі заўважаюць яго, прапануюць: давай я табе зрэжу. А то тырчыць, як у старога дзеда. А я не даю. Мне ўсё падаецца, калі зрэжу, страчу памяць.
глубокое. К реке утонул Гриша. Маленький, хороший мальчик. Река глубокая. Мне в Харьков ехать. В 5 утра. Хотелось бы поглядеть на вас. Поговорить. Хотелось бы, чтобы вы мне верили, как прежде. Чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня по-прежнему. Хочется сказать вам что-нибудь приятное, веселое. Скоро уеду. Некогда разговаривать. Я в 2 словах, в 2-3 словах. Ваше имение продается за долги, вы это знаете. Торги назначены на 22 августа. Но вы не беспокойтесь. Спите спокойно. Выход есть. Вот мой проект. Прошу внимания. Ваше имение находится в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога. Если землю по реке и сад разбить на дачные участки и потом сдать в аренду под дачи, то самое малое вы будете иметь 25 тысяч в год дохода. Одним словом, поздравляю. Вы спасены. Местоположение чудесное. Река глубокая. Конечно, нужно все немного почистить, поубрать. Скажем, например, снести старые постройки. Этот дом, который никуда не годится, вырубить вишневый сад. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родит раз в 2 года.
Да и ту девать некуда. Никто не покупает. Если мы ничего не придумаем и ни к чему не придем, и сад, и имение будут продавать с аукциона. Решайтесь. Мне пора. Не хочется уезжать. Ежели надумаете насчет имения и решите, дайте мне знать. Займы 1050 достану. Серьезно подумайте.
похмелья. Иди в монастырь. Нужно же решать что-то конкретное. Время не ждет. Ну, согласны вы отдать имение под дачей или нет? Ответьте одно слово, да или нет. Только одно слово. Только одно слово. Ну, дайте же мне ответ. Я таких легкомысленных людей, господа, как вы, таких неделовых, таких странных я еще не встречал. Вам русским языком говорят, ваше имение продается, а вы точно не понимаете. Поймите. И за деньги русака немцы отфранцузят. И за деньги. Замучили. Не могу. Я закричу, или зарыдаю, или в обморок упаду. Баба. Баба. Это правда. Надо говорить прямо. Жизнь у нас дурацкая. Вот раньше было очень хорошо. По крайней мере, драли. Я работаю с утра до вечера и встаю в 5 часу. Я вижу, какие люди вокруг.
Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных и порядочных людей. Когда мне не спится, я думаю: Господи, дал нам такие громадные леса, такие необъятные поля, глубочайшие горизонты. Но живя тут, мы все должны бы по-настоящему быть великанами. Напоминаю вам, господа, 22 августа вишневый сад будет продан. Думайте об этом. Думайте. Снился мне сад, в полночном уборе, в этом саду мы гуляем с тобой.
размахиваю руками. Меня любят, а я размахиваю руками. Меня любят за то, что я хороший, интересный человек. Я молчу или шучу. Меня любят за то, что у меня тонкие, нежные пальцы.